Продолжаем освещать самые значимые события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого часа. Аферисты из интернета, кибермошенники за прошедший год ограбили якутян более чем на 300 миллионов рублей. Стимулирование творческой деятельности в сфере образования. 100 лучших педагогов Якутии получат премии по 100 тысяч рублей. Якутские мастера 2 недели создавали шедевр изо льда. В Москве проходит международный фестиваль «Снег и лед». Развитие системы образования, подготовку кадров и дальнейшее трудоустройство молодых специалистов обсудили эксперты рабочей группы Совета по благополучию и устойчивому развитию Якутии совместно с главой республики Айсеном Николаевым. Эксперты положительно оценили опыт Якутии в вопросах создания образовательных кластеров, направленных на взаимодействие учреждений общего, дополнительного и профессионального образования с крупными промышленными предприятиями и бизнес-структурами. По итогам будут выработаны предложения по формированию системы непрерывного и всеобъемлющего образования, которое позволит региону не только сохранить человеческий капитал, но и добиться устойчивого экономического роста. Родители школьников серьезно обеспокоены последствиями дистанционного обучения. Жители республики жалуются, оставляя обращения о растянувшемся дистанционном обучении в госуслугах и соцсетях. Уже второй учебный год учащиеся школ, вузов и СУЗов сталкиваются с дистанционным форматом обучения. По мнению родителей, от такого обучения страдает не только качество образования, но и здоровье, физическое и психическое. За компьютером и различными гаджетами ребенок вынужден проводить большую часть дня. По мнению эксперта, больше всего от затянувшегося дистанта пострадают дети в возрасте от 4 до 14 лет. Напомним, в Якутске приступили к подготовке поэтапного перевода школ на очный режим работы с 15 февраля. Такой специальный стул, за которым ребенок сидит. Особенно подвержены дети от 4 до 7 и от 10 до 14 лет, потому что в этот период у них идет максимальный рост, а длительное сидячее положение напрягает мышцы. Особенно оно влияет на шейные и грудные отделы позвоночника, поэтому ребенок начинает сутулиться. Могу сказать, что важную роль играет не только вот то, что они сидят все время за компьютером, а еще что они мало находятся на улице, на свежем воздухе. Кибермошенники ограбили якутян за год более чем на 300 миллионов рублей. Так, за 2021 год на территории республики зарегистрировано практически 2000 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общий ущерб от них составляет около 300 миллионов рублей. В последнее время в Якутии преобладает тип дистанционного мошенничества, а также схема, при которой люди, сидя в различных интернет-порталах, обнаруживают рекламу инвестиционных проектов и брокерских компаний с бешеной прибылью. На первый взгляд сайт может показаться обнадеживающим, хорошо оформленным и официальным. Но после регистрации на них людям начинают звонить якобы специалисты, аналитики и представители международных компаний. И с помощью различных психологических техник и методов социальной инженерии оказывается сильное психологическое давление, при которых люди вводятся в сильное заблуждение и сами выполняют необходимые преступникам операции, то есть денежные переводы под видом инвестиций. Ущерб от этой схемы конкретно может быть очень высокий. В практике управления максимум был перевода от одного физического лица составил 36 миллионов рублей у потерпевшего. Ежегодно 9 февраля в России отмечается профессиональный праздник – День работника гражданской авиации, приуроченный к дате возникновения Отечественного воздушного флота. Хотя пассажирские воздушные перевозки зародились в стране еще в 1910 году, именно в этот день, в 1923 в России официально появилась гражданская авиация, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. Так, 9 февраля 1923 года Совет труда и обороны СССР принял постановление об организации Совета по гражданской авиации. Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия Москва-Нижний Новгород протяженностью 420 километров.
100 лучших педагогов Якутии получат премии по 100 тысяч рублей. Денежное поощрение лучших специалистов будет выдано по результатам конкурсного отбора. В нем могут принять участие педагоги со стажем не менее 5 лет. Также будет учитываться наличие и динамика стабильных результатов освоения учащимся программ обучения, эффективность использования педагогами современных технологий и другие. Прием заявок стартует 5 марта, а итоги будут озвучены в первом сезоне текущего года. Стимулирование творческой деятельности в сфере образования приурочено к столетию Якутской ССР. Спонсором является Роснефтегаз, ну и организатором является у нас, инициатором тоже Фонд будущих поколений нашей республики. Отбор проходит по всей республике, принимают участие учителя нашей республики любого предмета, любого класса, они могут заявиться. До 11 марта мы принимаем документы, и конкурс проводится в целях стимулирования поощрения наших учителей, и оцениваем их деятельность, результаты детей по учебной, по воспитательной работе, и самого учителя. В Амгинском районе акционерное общество «Амгинский» второй год производит местный комбикорм. В изготовлении принимают участие все зерновые хозяйства района. За сезон производят около 1000 тонн для крупного рогатого скота и свиней. От общего количества половину продают специализированным хозяйствам, остальное – населению. Также Амгинский комбикорм активно закупает близлежащие районы. За этот период с ноября прошлого года заготовлено 800 тонн корма, реализовали 700. При производстве используют пшеницу, ячмень и овес, а также добавляют специальную смесь. Самое главное, что у нас, благодаря помощи нашего правительства, Минсельхоза, у нас есть субсидия на комбикорм, поэтому наш комбикорм полностью состоит из зерна, например. Если, например, в других регионах России там зерно составляет 40-50%, остальное там всякие добавки, то у нас полное зерно. Плюс мы специализированную добавку премикс применяем, кормовую соль, мел. Это зимний период самые нужные компоненты, которые нужны стойловым коровам. Наш вариант есть, мы делаем и для коров отдельно, и для свиней делаем отдельно. В Нерюнгри в этом году начнется реализация федеральной программы «1000 дворов Дальнего Востока», по которой уже одобрено 6 заявок. Это, в частности, мини-парк у дома по проспекту Геологов 41/2 и некоторые дворы домов по этому же проспекту. Рядом со школой номер 1 разобьют сквер с детской и спортивной площадками, зоной отдыха, а для этого часть забора школы будет перенесена. Одновременно с этим отремонтируют проезд вдоль домов от проспекта Ленина 7 и до Ленина 19 с обустройством проезжей части, тротуаров, спортивной и игровой площадок и мест отдыха. Следующий вид благоустройства – дворовая территория проспекта Дружбы народов, дом 10. Очень большую активность эти жители проявили, разработали хороший проект, дизайн-проект. И 10 и 10-2, тут 2 дома в центре города за панорамой. Если мы говорим, что мы целенаправленно ведем благоустройство, чтобы уже квартал какое-то завершение имел в благоустройстве, если вы помните, в прошлом году асфальтировали дворовые территории 6.1, 6.2, до этого заасфальтировали 8, 8.1, то вполне объективно, что надо эту работу продолжить. И люди проявили инициативу, мы подали заявку, она была одобрена. Несмотря на плюсовую температуру, в Москве продолжается зимняя сказка. А все благодаря международному фестивалю «Снег и лед». На Пушкинской набережной в парке Горького развернулся грандиозный праздник с гигантскими снежными и ледяными скульптурами. Среди объектов есть и работа якутских мастеров. 2 недели скульпторы создавали невероятные изваяния. С итогом их работы познакомилась моя коллега Айсена Бурнашова. Полюбоваться видами Москвы или представить и ощутить себя настоящей королевой, восседающей на троне, можно на фестивале. К слову, парк Горького буквально превратился в ледяную сказку. Здесь представлены работы команд из Финляндии, Италии, Беларуси, Узбекистана и 23 городов России. Мастера создали настоящие ледяные шедевры. Всего около 30 работ высотой аж до 3 метров.
Здесь русские богатыри и исполины из скандинавских сказок дружно соседствуют с летающими драконами и искусно выполненной жар-птицей. В хороводе ледяных фигур свое место заняла и работа якутских скульпторов «Семья». Маленькое детское счастье с мамой, папой и другом-олененком. Вот и Якутия. Сразу узнали даже. Увидели, и я решила, что это Якутия, олени, и одежда их национальная. Симпатично очень даже. Очень красиво, и такой символ, прям мама, папа, ребенок. Мощно очень. Создать изо льда такую красоту, это надо еще постараться, это надо таким талантом обладать. Увидеть это все, но мало того, это же надо все воссоздать и нам показать, чтобы нам понравилось. Большое внимание мастера уделяют деталям. Только так холодный лед примет нужную форму и будет греть душу. Для полировки применяют утюги, для создания рельефа стамески и резцы. Работа у скульпторов тяжелая. Ради искусства приходится управлять даже бензопилами. Я как девочка могу сказать, что мне в какие-то моменты бывает сложно. Потому что и бензопила тяжелая, и материал не всегда такой податливый. Фестиваль продлится еще несколько недель, а погода не должна подвести, надеются организаторы. Ведь ледяные и снежные фигуры знакомят посетителей не просто с талантливыми мастерами, но и культурным кодом каждого народа. Вот, например, снеговик из Италии весело рассекает на гондоле, а вот трудолюбивый гном помогает финскому Деду Морозу Юулупуке. У якутян это, конечно, семья, дружная и сплоченная. За понравившуюся скульптуру москвичи могут проголосовать на городском сайте «Активный гражданин», просто перейдя по ссылке, расположенной на табличке у скульптуры. Отдать свой голос за лучшую работу можно до конца февраля. Айсана Парнашова, Виктор Олесов, Москва. В эти выходные Якутия присоединится ко Всероссийскому дню зимних видов спорта. В столице региона идет активная подготовка к данному мероприятию. Первый каток для массовых катаний на открытом воздухе запустили в прошлые выходные на озере Сайсары. Сейчас там находится наш корреспондент Евгений Тайтонов и выходит с нами на прямую связь. Евгений, здравствуй, расскажи, что сделано на месте для удобства горожан. Валерия, добрый день. Для начала хочу отметить, что приближение весны в Якутии, в частности в Арктической, в частности за полярным кругом, ознаменуется восходом солнца после долгих полярных ночей. И вот буквально накануне в арктических районах, в частности в Булунском районе, наконец-то взошло солнце. А тут у нас в Якутске связь... Буквально приближение весны можно связать с открытием катков на открытом воздухе. Здесь, на Сайсарском озере, под мостом, каток работает уже 4 дня. Для удобства и безопасности горожан тут все предусмотрели, начиная от пункта проката коньков до теплого кафе. Сейчас на месте массовых катаний работают инспекторы ГИМС, которые проводят профилактическую беседу с отдыхающими, на что они обращают внимание в первую очередь. Нам рассказал старший инспектор якутского отделения номер 1 Виталий Осипов. Давайте послушаем. Предварительно инспектора центра ГИМС произвели замеры. Замеры позволяют. Также после чего открыли каток. Ответственный имеет согласование с администрацией на открытие катка. И также для открытия катка имеются специальные стенды, информационные стенды для правила поведения на водных объектах. Ну и регулярно проводим профилактические беседы во избежание несчастных случаев. Стоит еще отметить, что каток на Сайсарском озере работает с 11 утра до 11 вечера. Прокат коньков на 1 час стоит 250 рублей, а вход со своими коньками стоит 150 рублей. Валерия, у меня на этом все. Благодарю, Евгений. А я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Евгений Тайтонов. На этом у нас все. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.